Приветствую всех на сегодняшнем видеоуроке по курсу технологии 3D-печати. В данном видеоуроке мы научимся создавать 3D-модель, готовую к печати. Для этого нам понадобится сайт Tinkercad, на котором можно это осуществить. В первую очередь нам необходимо зарегистрироваться на сайте и авторизоваться. После того, как мы авторизуемся, необходимо создать новый проект. Перед нами представлен интерфейс сайта. В левом верхнем меню находится блок с кнопками, отвечающие за пространство. Так, кнопка с иконкой дома возвращает нас на основное положение. Если я поставлю параллелепипед и увеличу масштаб, после чего нажму на кнопку с иконкой дома, то камера приобретет исходное положение. Кнопка с очертаниями квадрата приближает нас к объекту. Кнопки с плюсом и минусом отвечают за увеличение и уменьшение расстояния от объекта. Кнопка переключения на плоский вид переключает нас в вид сверху. В правой части экрана находятся инструменты взаимодействия с плоскостью или же с фигурами. Так, при помощи функции «Рабочая плоскость» можно изменить направление плоскости. При помощи функции «Линейка» можно делать измерения получившихся фигур. Notes отвечает за заметки, которые мы можем оставлять на наших фигурах. Их можно сделать невидимыми при помощи кнопки с глазом. Также в этой части экрана расположены уже готовые фигуры, с помощью которых можно создавать 3D-модели. Так, в готовых фигурах есть цилиндр, сфера, конус, и все это мы можем взаимодействовать вместе друг с другом. При помощи горячих клавиш, таких как зажатие Ctrl и левой кнопки мыши, мы можем перемещаться вокруг наших объектов. И таких горячих клавиш, как удержание Shift и правой кнопки мыши, мы можем перемещаться по пространству нашей плоскости. Также у нас есть такие функции, как отражение. Мы можем отразить нашу фигуру в обратном направлении. Есть также такая функция, как сгруппировка. Данные фигуры становятся одним целым. Также их можно разгруппировать. На этом заканчивается наш сегодняшний видеоурок по курсу технологии 3D-печати. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.